24 апреля в Якутск прибыли статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального космического агентства «Роскосмос» Денис Лысков и представитель Центра наземной эксплуатации космической инфраструктуры Игорь Ляховенко. К полудню они уже встретились с журналистами и рассказали о целях визита. У нас запланирована встреча совещания оргкомитета по подготовке научно-технической конференции, где мы должны будем обсудить все вопросы, связанные с повесткой, с выступлениями, с регламентом, и подготовить и проработать все вопросы, связанные с предстоящим общественным слушанием материалов по воздействию на окружающую среду при падении, в районах падения отделяемых частей ракет-носителя, который у нас запланирован сейчас предварительно на вторую половину сентября. Целью нашей работы и проведения этой конференции будет являться, естественно, подготовка населения к общественным слушаниям, для того, чтобы к общественным слушаниям не с нуля отвечать на все вопросы, а ряд вопросов мы уже заранее проговорим. Это, скажем так, больше рабочей встречи. В ходе пресс-конференции Денис Лысков заявил, что Роскосмос никоим образом не собирается здесь строить свой плацдарм. То есть у нас нет цели подменять. То есть любая космическая деятельность, которую мы привносим в любой регион, в части районов падения, она нацелена в первую очередь на то, чтобы не пользоваться, скажем так, территорией, ничего не давая региону, населению, а приносить определенные рабочие места и определенные финансовые вливания в части заказов контракт на сопровождение этой деятельности, на обслуживание этих районов падения. Журналисты интересовались и об участии студенческих отрядов при строительстве космодрома «Восточный». К слову сказать, совсем недавно в местных СМИ прошла информация о том, что ССО из Якутии отправятся именно на этот объект. Ответ несколько озадачил. Как спецстрой России, который является главным у нас строительной подрядной организацией по строительству космодрома, должна сейчас определить тот перечень специальностей или работ, на которые можно направить стройотряды. Из этого перечня мы сформируем заявки и, соответственно, вместе с спецстроем России, с Росмолодежью будем планировать привлечение стройотрядов на эту стройку. То есть это идея именно возродить такие хорошую традицию комсомольских ударных строек. Да, естественно, студенты будут работать не за бесплатно, да. Но вопросы оплаты труда, это будет решаться сейчас в рамках рабочей группы, которую мы планируем организовать, для того, чтобы определить те параметры. Это все зависит еще от тех работ, которые потребны для студентов сейчас. Что же касается отделяющихся ступеней от ракет, то они никакой экологической угрозы не несут. «Союз-2» – это самые надежные и чистые ракеты. Тем не менее, обнаруженные фрагменты отделяющихся частей, упавшие на Землю, вывозят сначала наши специалисты, потом в дальнейшем будет налажена система, согласно которой будут местные организации определены, которые будут заниматься сбором, а сдача в обыкновенные вторчерми. Задавая следом свой вопрос, корреспондент газеты «Якутск вечерний» Яна Никулина, возможно, и не ожидала такой реакции от ньюсмейкера, но что было, то было. Денис Владимирович, можно вопрос? Сколько трасс будет проходить непосредственно на территории? Значит, девушка, мы с вами встречаемся уже, я так понимаю, раз в пятый. Я с вами? Да, мы с вами встречаемся. Да, мы здесь первый. Значит, я прошу извинения. Значит, на территории Якутии планируется... Я вообще его спросила, собственно. Давайте, хорошо. Я могу ответить. Да, пожалуйста. Я не понимаю, это агрессивная настроенность. Но это раз агрессивно, раньше не молчали. Наверное, много раз встречаюсь. Хорошо, я первый раз встречаюсь, поэтому я отвечу. Значит, у нас планируется одна трасса на данном этапе. То есть это для ракетоносителей «Союз». И что теряет Роскосмос, отказавшись от этой трассы, скажите мне, пожалуйста. Что теряет Роскосмос? Да. Вы же можете отказаться от этой трассы. Можем. И все, и будет никаких разногласий. Можно теоретически, да. Ну зачем ее делать? Мы для этого строим космодром, для того, чтобы у нас был независимый выход в космос. Для чего была создана именно эта концепция создания собственного космодрома на своей территории. Гражданского, не военного, а гражданского космодрома. Далее журналисты поинтересовались, куда будут падать отсекатели и прочие пришельцы с Восточного. Значит, головной отсекатель падает в Алёкинском и Алданском районе.
И вторая ступень Союза-2 падает на территории Вилюйского и частично Верхневилюйского района. Какие люди там? Там на территории... Никаких. Подождите, пожалуйста. Никаких, вот мы ездили, никаких людей. Дайте Дай договорить, два пожалуйста. вопроса. Извините, пожалуйста, вы куда ездили? Вилюйский район мы ездили. В какое место? В Кюляции, Верхневилюйск. Значит, скажите, пожалуйста, вам известно о том, что второй Кюлявский наследник находится на удалении 13 километров от границы района падения? И никоим образом людей район падения не касается. Вот такой бурной и интересной была пресс-конференция с космическими гостями. А что же получат вышеназванные районы, подпадающие под ареал падений ступеней от ракет, пока неизвестно. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.